Всем привет. Меня зовут Шамиль, я куратор выставочных и публичных программ Музея современного искусства «Заман». Собственно, наша сегодняшняя встреча, она проходит в рамках публичной программы. Мы решили возродить наши встречи, арт-истоки с художниками. И сегодня наша первая встреча в этом цикле. Вот. Немного расскажу про эту программу. Собственно, арт-истоки — это у нас такой понятный, в общем-то, жанр. В следующие разы мы поговорим с Азатом Басыровым. Будет Азат Басыров, Алия Хансен, Артур Кривошеин, Илья Гришаев и Евгения Мальцева. То есть у нас будет 6 встреч. Вот. И первый участник этой программы — это Илья Фролов. И вот еще очень здорово, что сейчас проходит у нас выставка «Ахридаман. 4 истории». Вот. И как бы мы решили совместить этих два проекта. И я расскажу, сейчас представлю Илью. Илья, привет. Привет. Вот тут очень много всего написано. Я зачитаю, чтобы ничего не забыть. А, Художник, куратор домашней галереи «Фрагменты толпы» и арт-резиденции «Квартира 150», которые находятся в Челябинске. А, Илья также резидент открытой мастерской «Соколь», член Ассоциации арт-резиденции России и с 2024 года является студентом Института современного искусства, правильно я говорю, Иосифа Бакштейна, Да, 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 да. Мгм. по направлению новейшие новые художественные стратегии. Илья живет и работает в Челябинске. Вот. И сегодня мы подробнее узнаем, как он живет в Челябинске, чем он живет в Челябинске, и расскажет про свои практики как художника, как куратора. Вот. У нас, в общем, сегодня такое будет большое знакомство. И важная, важная вещь также, который нужно упомянуть, что у нас такой экспериментальный формат. Мы решили совместить этот артисток с приготовлением шарлотки. Вот. И если у вас есть желание, время, и у вас там есть свободное в общем, если у вас есть желание, время, и вы находитесь рядом со своей кухней, вот, и у вас есть ингредиенты, которые мы присылали, которые мы писали в Телеграме, вот, будет здорово, если вы присоединитесь к нам. Вот. И в целом это задает такой некий формат общения, вот, потому что не хочется, чтобы это было какое-то такое какая-то серьезная институциональная встреча, скорее всего, это такой какой-то дружеский разговор. Вот. И мне кажется, формат таких посиделок на кухне и готовки, он очень хорошо этому способствует. Вот. Сейчас еще немного по таймингу скажу. Мы, наверное, минут 10-15 сейчас будем как бы приготавливаться к запеканию, правильно? Да, 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 перед запеканием. Мгм. Перед запеканием. Потом у нас будет запекание минут 40. В эти 40 минут Илья будет рассказывать уже по презентации, про свои работы, про свои практики. Вот. А потом Мгм. будут вопросы. Вот. Вопросы в Можете конце, наверное, да. в конце, да, можете параллельно писать их вот в чат. Вот. И вот, можем начать. Ам, Ну, Когда мы думали про формат, Илья рассказал про такое интересное слово «гастика». Вот, и, может быть, мы начнем с этого. ну, в общем, всем привет. И этот формат, да, действительно, он для ребят, наверное, в какой-то степени экспериментальный. Для меня я бы не сказал, что он экспериментальный. В принципе, подобный формат я в начале года в резиденции Max Art проводил со зрителями, только мы были
не по Zoom, а мы были вживую, и мы вживую готовили со зрителями дружную семейку. Есть такое блюдо сдобное, булочки с начинкой. Вот, и во время ну, вот партиципаторной этой практики мы разговаривали, я рассказывал о собственных практиках, каких-то своих проектах и спрашивал, потому что мне очень интересно узнавать у людей, какие у них есть гастрономические всякие такие фишки, внутрисемейные, связанные с каким-то блюдом, с какими-то традициями собираться, с какими-то традициями доставать, допустим, в какой-то семье может быть такая традиция, что мы собираемся там всей семьей и достаем вот эту любимую бабушкину скатерть какую-то, и для нас это вот уже знак. То есть как бы на самом деле гастрономия это гораздо больше нашего организма. Для меня гастрономия это еще и знаковая система. И потому что это все всегда есть, присутствует какой-то символизм, то есть есть какие-то мероприятия, на которые что-то определенным образом готовится. И если это подают не в тот день, то это значит наводит на мысли, что что-то не так. Ну, в общем, такого плана. Вот, и поэтому для меня вот как бы практика именно готовки, она ну, является дополнительной, наверное, с точки зрения моих художественных практик. Вот, и сегодня, в общем, начинаем. Сегодня мы будем готовить шарлотку. Это мамин рецепт, но с моими уже доработками. У нас мы начнем с того, что я вам сейчас все расскажу, как мы будем готовить. Я быстро готовлю и буду рассказывать уже непосредственно про проекты. Вот, у нас домашние яблочки, домашняя морковь. Я натер, чтобы время не терять. Мука. Я муку использую ржаную, не белую, потому что в ржаной муке больше витаминов, она лучше усваивается, и на самом деле именно вот выпечка, которая при помощи по мне так вот более летальная какая-то. Разрыхлитель, разрыхлитель и ванильный сахар. Ну и немного соли по вкусу. Вот, также я еще использую цедру лимона, ну это все уже по ходу. В общем, мы начинаем. Я уже натер морковь, чтобы не терять слишком много времени. Лучше использовать для этого мелкую терку, потому что нужно побольше сока. Это даст нам очень много разных вещей. О, и, кстати, я забыл достать яйца. Сейчас я еще достану 3 яйца. Лодка будет, так сказать, в усеченном формате, потому что на самом деле идет в 2 раза больше продуктов на нее, если вам нужно, допустим, на семью ее приготовить. Но так как все-таки мне хотелось, чтобы подсократить время приготовления, поэтому я в 2 раза просто уменьшил все ингредиенты. Мы разбиваем яйца, добавляем немножечко соли по вкусу, и добавляем полстакана сахара. Сейчас я немножко пошумлю. Мгм. А ты можешь параллельно, может, рассказать про рецепт? Ты говоришь, Да, вот, что он от мамы. да, да, могу. Э, Сейчас мы разобьем. Это Ага. вообще как бы сезон, получается, осенний, он всегда связан со сбором урожая. И, соответственно, у нас в Челябинске практически в каждой семье присутствует дача. И, соответственно, моя семья тоже, мою семью это не обошло стороной. У нас есть дача, я с самого детства провел на даче. Соответственно, мы собираем яблоки, овощи там, и так далее. И вот осенний сезон, в основном, он как раз сезон шарлотки. Ну, помимо того, что шарлотка, соответственно, можно много чего еще сделать, но на самом деле шарлотка это то блюдо, которое часто мама делала мне в детстве, потому что оно достаточно даже дорогим было, потому что здесь нужно много яиц, много масла, и то есть как бы такое нормальное. Вот, мы взбили, сейчас я это
взбили Э, яйца с сахаром. А ты на Сейчас масле делаешь или добавляем на сюда. маргарине? Слушай, я вообще делал всегда на масле, Ага. но в этот раз мама у меня экспериментирует тоже, и она нашла какой-то маргарин. Я его, кстати, это сейчас достану. Так, да. Вот, и она нашла какой-то, она мне там сказала фирму, я не помню уже название, в общем, я его купил, и я использую теперь маргарин, но хороший. На самом М. деле, и мне почему-то по вкусу именно нравится с маргарином, потому что, не знаю, в общем, почему-то вот для выпечки, мне кажется, он хорошо подходит. Это на самом деле много, наверное, еще стереотипов, связанных с какими-то советскими, знаешь, пережитками, что раньше типа маргарин, что это какое-то Да, самое да, у него как отстойное. будто бы репутация плохая у маргарина. Да, да, но это на самом деле не так. То есть Уже этот не продукт, в так? принципе, Мгм. да, в принципе, достаточно качественный. Его делают тоже из уже более хорошего сырья, поэтому как бы уже нет таких, знаешь, плохих каких-то вариантов, типа что такой маргарин, которым можно смазывать, там, знаешь, механизмы экрана. Нет, это уже не так. Вот. Я, ну, как уже сказали, я художник из Челябинска, я родился на Урале, вырос. Какое-то время я не жил в Челябинске, я где-то после 20 лет поехал в Москву. Ну, в общем, мне хотелось какого-то чего-то нового, развития, как-то расширить свои интересы. Вот, поехал в Москву, потом поехал в Питер. То есть я какое-то время не жил в Челябинске, но потом вернулся. Вот. И я помню, как бы я не учился, у меня не было художественного образования, то есть я не заканчивал ни художественную школу, ни художественное училище. Вот. И помню единственное, что из творческого. И сейчас мы взбили, получается, яйца с сахаром, добавили пол пачки разрыхлителя и пачку ванильного сахара, и теперь добавляем как раз муку. Муки стакан. Ну, я сделаю по половинке сначала, чтобы посмотреть по консистенции. Должно быть все-таки тесто, оно должно быть не очень жидким и не очень густым. Это очень важно. Лучше как бы по чуть-чуть делать. Ну вот, наверное, даже как будто бы густовато. Ну вот все-таки получается меньше стакана даже, наверно. Мгм. Вот. И получается, единственное из практики, да, что? А я хотел у тебя спросить, ну а чем ты занимался до того, как ты решил, вот, собственно, стать художником? Когда жил в Петербурге, в то время было жить в Петербурге и не быть фотографом, это было странно. Ну, и я как-то повелся на это и тоже решил стать фотографом. В общем, купил фотоаппарат и ходил тоже фотографировал. Вот, и как бы, наверное, это был первый такой момент, связанный с искусством в какой-то мере, что я стал к нему как-то подходить постепенно. Мгм. Вот, и так, в принципе, я и занимался именно фотографией. Но я Фотографии как искусством или занимался фотографии как чисто как бы коммерческой? любительски, там не было каких-то, то есть я нет, просто увлекался не как Ага. коммерция, не как что-то там такое, просто чисто для себя. Мгм. Абсолютно экспериментальные форматы. Теперь в тесто добавляем как раз морковь, пол моркови потертый. И тоже это перемешаем. И я еще добавляю для аромата и для вкуса еще добавляю цедру лимона. Ее тоже можно потереть на мелкой терке, прям сразу лимоном. Вот. И вернулся в Челябинск, и как-то произошел такой период, что не помню даже как, но, в общем, я сначала вернулся, работал даже, открылась в Челябинске первая Зара, и я поработал даже как-то в Заре. Вот, и потом как-то я не помню, как я начал заниматься живописью. Ну, точнее, я помню, у меня была подруга моя лучшая, она художница, она после художественной школы, и как-то я просто к ней пришел, у нее все время валялось там масло, кисти и так далее.
я у нее говорю: "Блин, слушай, как хочется тоже, ну, поработать чем-то. Как ты думаешь, вот посоветуй, с чего начать?" Ну, вот, именно вот художественную не карьеру, а именно вот так, пробу материала. Она говорит: "Ну, вот масло типа сложновато, попробуй порисовать. Ну, попробуй, вот купи акрил, там, холст, и вот просто, ну, попробуй, ты начни рисовать". Ну, и я как-то даже без сомнений сразу как бы купил и холст, и краски, кисти, и все в принципе. Ну, и постепенно начал. Это где-то получается 12-13 год. Вот. Я Мгм. просто начал рисовать. Я в то время еще работал в ресторане. Вот. И получается, я днем работал в ресторане, а вечером приходил домой и просто рисовал вот, до 5 ночи, допустим, рисовать. Просто в стол, там любые сюжеты, там что-то, какие-то понравившиеся картинки, что-то там добавлял и так далее. Но Вот. подруга И, тебе объяснила в принципе, технически, как это работает? Или ты как-то опытом... нет, нет. Нет, сам, да? Я вот только, да, я вот исключительно, у меня, ну, как-то я с самого детства все время все пытался самостоятельно освоить. И здесь почему-то решил тоже, почему бы и самому просто не начать это осваивать. В конце Мгм. концов, любое ремесло, ну, как у меня в голове такая как бы логика, что любое ремесло это, в принципе, это же про то, как ты просто обучаешься чему-то. То есть ты, главное, в процессе начинаешь что-то узнавать и просто делаешь, короче, и все. Понятное дело, что там, когда у тебя уже растет твой опыт, теперь режем яблоки помельче, наверное, лучше помельче порезать. В общем, короче, я начал осваивать самостоятельно, я у нее не спросил никак технически, никак не это, никак там ждать, ничего, потому что я относился изначально к этому как к тому, что ну, я просто хочу этим заниматься. Я не думал о том, что если я что-то сделаю не так, то это будет как-то плохо или хорошо и так далее. То есть как бы я начал заниматься живописью исключительно потому, что мне хотелось. Да, у тебя не Поэтому было я у нее такого, что, даже не например, ты стал видишь спрашивать. какую-то работу чью-то, о, я хочу вот так вот. И ты все-таки там какие-то технические или нет? Ну, вот такого, правда, вот у меня не Не было. Не было? знаю почему. Ага. Мгм. То есть как бы что вот, что это помогало мне вот именно. И я, кстати, потом вспоминал, думаю, зачем, ну, типа, почему я начал заниматься именно живописью, потому что мне в фотоделе не хватало, знаешь, больше участия в создании. Ну, что как бы здесь понятно, ты там выбираешь ракурс, там, допустим, обрабатываешь фото, но в целом за тебя делает как бы все равно какой-то аппарат, ну, в целом как бы работу создает. И мне хотелось больше вот контроля ситуации, так сказать. И вот я поэтому и Процессуальности. да, да. Вот. И поэтому я начал как бы самостоятельно просто рисовать все. И так где-то вот несколько лет я рисовал просто в стол. Я еще тогда не знал толком ни наше художественное комьюнити, да, оно, в принципе, у нас в Челябинске не было развито это очень хорошо. В принципе, было такое, ну, в зачаточном состоянии, как мне казалось. В общем, я никого не знал ни из художников, ни из кураторов. Вот, и просто этим занимался, и все. И потом как-то так совпало, что меня уволили из ресторана, а я что-то такой думаю, ну неужели я буду опять куда-то возвращаться, и просто начал дальше рисовать, все. Ну, то есть ты уволился и потом Вот, больше и к ресторану не возвращался. ну да, уже все. М. И даже в какие-то моменты, я, представляешь, у меня было, по-моему, я в то время жил в Москве, такой, я думаю, блин, неужели я всю жизнь буду, типа, в ресторане работать? Меня в какой-то момент даже это начало пугать. Ну, типа, вот ты работаешь там, ну, менеджером ты там, ну, можешь быть управляющим, но это, по сути, все равно, ты, типа, неужели вот вся жизнь у меня будет связана вот с общепитом? И меня даже в Мгм. какой-то момент это пугало. И когда меня уволили, мне, кстати, это даже помогло, что я сначала это напугался, а потом думаю, блин, как хорошо, что, потому что оказаться в западне общепита, это, ну, мне сейчас кажется достаточно страшно с тем умыслом, что на это подсаживаешься, особенно если там официант, еще что-то, у тебя постоянно живые деньги,
И ты, получается, как бы, знаешь, тебя ничего не парит, главное, у тебя деньги на кармане, а остальное ничего не волнует. На этом же легко, на это же легко подсесть. Ну и, в общем, короче говоря, с этого я соскочил. Вот, добавим мы, у нас будет 4 яблока, я вот так вот режу. Тесто у нас уже готово. Тесто получилось, ну, я думаю, хорошей консистенции. Оно достаточно густое и при этом жидкое. В принципе, все как надо. Все, я ставлю в духовку, а то, наверное, все уже заскучали. Ставлю духовку на, наверное, поставлю на 180 и просто включу вверх-вниз. Бывает, кстати, есть функция типа пирога. Здесь у меня тоже есть, но я почему-то, не знаю, не научился вообще ей пользоваться. Мгм. Она у тебя Ставлю газовая или разогревать. электрическая? У меня электрическая, с газом все Ага. равно как-то мне страшновато. У меня как-то ну, никогда не было газа, то есть не... Хотя у меня вот у бабушки был газ, я помню, но я никогда у нее ничего не делал, я был маленький, поэтому Мгм. газ для меня это... В общем, с газом пока я не очень умею обращаться. Вот, и получается, что, ну и все, и я начал рисовать, и все, и просто как бы рисовал стол, не думая там о чем-то и так далее. И так получилось, что я рисовал, ну, у меня были всякие знакомые, одна девочка, тут у нас был концепт-стор, продавали они одежду, и она из Москвы, она помогала им, ну, типа как вот развивать бизнес. Она где-то увидела мои работы, вот, и написала мне типа, ой, ты можешь типа нам для проекта что-то нарисовать. Вот, и я там нарисовал, и у нее были знакомые, она говорит, ну, она такая говорит, ну, я там нарисовал, мы с ней какое-то время общались, и у нее, получается, ее бывший директор, она из Челябинска, она говорит, она у меня, типа, ну, она вообще интересуется искусством и покупает его. И такая говорит, типа, я ей показала твои работы, ей понравилось, типа, я дам твой контакт, она, типа, может быть, приедет, посмотрит. Я как бы вообще, ну, типа, я человек, который просто делает, ну, просто делает для себя, а тут еще и Мгм. приходят, спрашивают, типа, хотят посмотреть. Я думаю, ну, ладно, что покажу, и чё, как бы, ну, как бы за просмотр-то денег не берут. Вот, и показал, а она пришла с мужем, с сыном, и, представляешь, они купили у меня сразу 3 работы, а я тогда еще даже не Ого. понимал, сколько, ну, я тогда даже еще не понимал, сколько может стоить искусство. То есть для меня это было вообще, я там что-то за 2-3 тысячи такие, ну, типа 50 на 80 такого формата холсты продал. И для меня это было так странно, и вот сколько лет прошло, и я до сих пор почему-то для меня вот такой момент вот этот, он для многих щепетильный, связанный с продажами, с деньгами. Да. Все-таки мы же художники, для нас как бы деньги– это грязь, но без этой грязи мы не можем жить. Вот, и как бы для меня вот до сих пор даже, когда спрашивают там про какие-то там, ну, про цену там и так далее, или там спрашивают, как ты ставишь цены, я говорю, ну, как, отправляю, в общем, всех на всякие курсы. Знаешь, сейчас же стало очень много курсов по тому, как быть успешным художником, как там продавать дорого и так далее. Да. Я, вот, но я до сих пор к этому отношусь, ну, как к чему-то душевному, как бы, что, ну, то, на что я точно не хотел бы тратить время и деньги, чтобы, типа, продавать там дороже, еще что-то. Ну, в общем, короче, такая тема для меня до сих пор это непонятная. То есть, А вы когда ко мне поддерживаете кто-то связь? приходит и хочет. С этой девочкой нет, мы перестали поддерживать, но Ага. вот с покупательницей, да, мы с ней как бы это, я ее даже приглашал на некоторые мероприятия у нас в резиденции, поэтому как бы да, мы в принципе еще Мгм. поддерживаем. Ну да, я имел в виду про покупательницу, что она как Да, бы да, да, да. остается тебе верна, Ну, да. условно. Ну, да, 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 да. И как бы да. Ну и вот, в принципе, у нас наша шарлоточка, как мы Ну, суть до уже дела, так очень сказать. аппетитно. Вот. В общем, все я сейчас перемешал, залил. Я думаю, что минут 40, наверное, будет как раз таки будет минут 40 точно достаточно. У меня
нагрелось, все я ставлю в духовку, и сейчас открываю презентацию и расскажу немного о тех проектах, которые у меня уже реализованы, и как бы обозначу круг интересов, которые вот актуальных, ну, именно мне сейчас интересно как художнику. Все, в общем, отправляем нашу шарлотку в духовку. Надеюсь, что есть те, кто присоединились и пекут со мной параллельно. Так что Ну, запекает. мы попросим тоже показать, если кто-то готовит. Ну да, 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 да. Все, в К общем, я сожалению, я не ставлю могу 40 минут. готовить. А? Все, ставлю 40 минут и, в принципе, Лейсам тут ставит смайлики, наверное, она тоже готовит. да, я надеюсь. Сейчас попью воды. Мгм. Ну, вот как бы это вот такое превью к тому, что как я стал художником. И на самом деле сейчас, когда я говорю, что я художник, я понимаю, что не каждый художник признается в том, что он художник. А это на самом деле тоже очень важная вещь, самого себя идентифицировать. Потому что очень много было разных вот этих периодов, и фигура художника все время была в разных каких-то ипостасиях, и последнее было, мне кажется, что немножечко такая маргинальная, в принципе, ну, как будто бы образ художника достаточно маргинальный, поэтому это такая, я себе поставил одной из задач, демаргинализировать образ художника, Мгм. показывая тем, что он так же, как и зритель, и готовит, и кушает, и разговаривает на кухне. И вот эта практика частично стала мне интересна как художнику, и благодаря вот этому интересу и поддержке Ани Леготиной, вот куратора, с которой я работаю, мы вот и организовали нашу арт-резиденцию, и вот она направлена и рассказывает именно о том, что можно говорить об искусстве в более комфортной, что ли, так сказать, среде. Вот. Ну, А можно мы чуть-чуть да. вернемся к фигуре как бы художника? Просто из своего повествования я понял, что ты как бы начал вот в целом, ну скажем так, интересоваться материалом, да, в Мгм. 2014. Сейчас 2025. Но ты же не сразу, как бы мы просто проводили там какую-то репетицию нашей встречи, и ты, ну, как бы Да, ты да, говоришь, да. что ты достаточно недавно себя стал как бы определять как художника. Да. Вот, расскажи, пожалуйста, какой момент ты стал это делать и почему, как бы, как эта валидация произошла? Ну, это вот произошло, опять же, в Челябинске 4 года, наверное, назад, благодаря Марине Динкевич. Это вот тоже у нас один из кураторов у нас в Челябинске. Потому что Марина организовывала тогда, это была школа для кураторов, она называлась «Летняя школа для кураторов», не для художников, а для кураторов. Почему-то она решила сначала сделать для кураторов, а потом для Мгм. художников. Вот. И я уже был знаком с Мариной, потому что, ну, я рисовал, а так как у нее, они с Яной представляли художников, там, ну, продавали их на рынке, вот, соответственно, я ее знал, и она меня пригласила, получается, 4 года назад, вот на эту школу кураторов летнюю нашу у нас в Челябинске. И я пошел тоже, и там были лекции, и там я познакомился как раз и с Вовой Селезневым, и с Алисой, и с чем? Ой, господи, боже мой. И с Олей Комлевой, и с Кристиной Горлановой. Вот. И для меня это было удовольствие, потому что с такими, ну, важными и значимыми людьми можно было вживую пообщаться и послушать у них, узнать об их опыте. И вот как-то я стал входить в сферу актуального искусства, сам начал уже интересоваться. И как-то это, в общем, происходило как-то в образовании. Именно вот на следующий год была как раз школа, летняя школа для художников, и там как-то мы вскользь, что ли, проговаривали, все время упоминали вот эту тему, что нужно типа Кристина Горланова все время говорила, по-моему, что не нужно стесняться говорить, что ты художник.
Мгм. Вот, и как-то, вот, знаешь, когда в поле часто вот слышишь частенько вот эту фразу о том, что, ну, что не нужно этого стесняться, и нужно для себя в первую очередь проговаривать, что ты художник. И как-то вот это все как мантра, знаешь, в течение нескольких лет происходило, и вот где-то, получается, достаточно уже плотно во мне это засело. Это, наверное, вот, ну, вот практически, наверное, 2 года назад точно. То Мгм. есть, я действительно стал понимать, что это и неплохо, и нехорошо, что я такой, какой есть. Вот я художник. Мгм. Все, нету каких-то других вариантов. И потом уже вот эти все мемы, как и у Рожина там, в "Рабах Малевича", что типа, что когда ты говоришь, типа, знаешь, на семейных встречах, что кто ты, типа, художник, а работаешь-то кем? Вот, и я все вот это как бы слепил для себя. Для меня это все вместе. То есть у меня нет такого, что я сегодня Илья Фролов художник, я завтра там еще кто-то. Я всегда художник. То есть для меня очень важно, чтобы я умер художником. Вот как бы это Мгм. единственное, к чему я стремлюсь. А Ну, какая-то это вот. корреляция вот с практиками была? То есть, а, то все равно, например, ты просто сначала рисуешь, 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 а потом же в какой-то момент, наверное, ты понимаешь, что ты рисуешь что-то определенное, и потом ты такой, ага, ну вот это уже можно назвать художником. Такое было? Или э, я непонятно ну, объяснил? Ну, с живописью я бы не сказал, что это так было, что это именно происходило именно с ростом, наверное. То есть у тебя получается, ты информацию получаешь, соответственно, ты растешь, ну вот внутренне обогащаешься, с этим обогащается твоя практика, ты уже понимаешь, что ты не обязательно должен только рисовать, потому что это тоже очень важно и в школах, и учиться на современное искусство, мне кажется, это достаточно важно, и читать книжки по современному искусству тоже очень важно. Потому что ты понимаешь, что для того, чтобы о чем-то рассказать, тебе не обязательно нужно рисовать. Тебе можно, Мгм. ты можешь лепить, ты можешь надувать пыльные пузыри, ты можешь снимать видео, ты можешь делать все, что угодно. Главное, ну вот главное только понять, про что ты хочешь сказать. И Вот, да, это да, я к этому и думаю. вот, да, и это, наверное, только вот как раз-таки вот как я, когда стал идентифицировать себя как художником, я уже стал постепенно приходить к тому, что я думаю ну, вот о том, что я хочу сказать, а потом уже под это собирается, допустим, из чего. Потому что Мгм. поначалу-то, безусловно, я, начиная сам, как, ну, как самоучка, я всегда отталкивался от материала. А, и это не хорошо и не плохо, просто это вот как бы был такой Мгм. процесс. Я думаю, что для молодого художника вначале отталкиваться от материала, а потом уже переходить к концепции, это достаточно у многих так. Мгм. Ну что, запустим презентацию? Мгм. Так, сейчас я открою. Оно же, да. Все Мгм. открылось? Есть. Открылось даже? Да, есть. Вот. Первая картиночка. Музей Ну, это очень "Заман". красивая картиночка. Я в этом году как раз вот приезжал на открытие выставки, и сейчас я вот расскажу уже в процессе. И я на самом деле, я вот был в Уфе, когда был очень маленький, и я в таком восторге от Уфы. Прекрасный город, и люди, и вообще как бы мне все нравится. Вот. Я художник Илья Фролов. Я живу, работаю в Челябинске. Есть небольшие контактные данные. Это, если интересно, я все равно как бы в качестве такого выставки, в которых я участвовал, ярмарки, резиденции, небольшой артистейтмент. Артистейтмент я, кстати, как раз-таки сейчас вот благодаря тому, что готовился к артистоку, я скорректировал, потому что Мгм. артисток — это тоже достаточно, как и резюме, ой, как и портфолио, артисток — это вещь подвижная, и она очень зависит от художника, как от человеческой сущности. Соответственно, нам начинает интересовать нас начинает интересовать что-то другое, и мы меняем. Это не значит, что мы что-то там придаем в себе и так далее. Просто мы живые люди, у нас меняются интересы, мы растем, мы там взрослеем, что-то возникает, и, соответственно,
переписывать там арт-стейтмент, пересобирать портфолио — это абсолютно естественная, очень важная на самом деле вещь и нужная для того, чтобы как бы со стороны посмотреть на вот себя. Ну, вот так вот через призму там вот слов и картинок. Мгм. Мне кажется, вообще Вот. надо переписывать раз в полгода, раз в год. Это какой-то такой естественный процесс. Да-да-да-да-да-да, абсолютно. Вот, и хотел бы я начать разговор про свои практики, так как у нас артисток для музея «Заман». Я в прошлом году участвовал у вас в проекте «Раз, два, три, четыре, пять». Он был посвящен, приурочен к 450-летию Уфы, и там предлагалось художникам, имеющим, ну, имеющим контакт с городом какой-то, ну вот физически, когда кто-то был, там еще что-то, предлагалось художникам сделать типа таких, не типа, а сделать, все время забываю вот это Инструкция. слово, инструкции, Инструкция. да, создать инструкцию, чтобы горожане столицы могли по-другому взглянуть на свой привычный город. Вот, и у меня оказалось, что у меня был этот контакт. Я рассказывал, наверное, кто был на открытии. Это было, я уж сейчас не помню. В общем, я еще ходил в школу, и что было, не было много денег, жили в советское время, и папа у меня работал дальнобойщиком, и как-то мы решили, ему нужно было на завод Салават, завод стекла в Башкортостане поехать за каким-то грузом, и он предложил мне, ну, нам втроем, типа, я, папа и мама, поехать. Там была, правда, не фура, там была газель такая увеличенная, ну, с дополнительным местом для спанья. Ну, в общем, все же. И, в общем, он предложил, и мы поехали. И как раз мы поехали, я помню, проезжали мимо Аркаима, то есть мы уезжали там, и вот проезжали через горы и заезжали, соответственно, в Уфу. И я помню, вот у меня были такие воспоминания с Уфой именно связаны, что это такой какой-то огромный город, и что там постоянно то вверх, то вниз, и вот эта река в то время еще ходили у вас там эти теплоходы, то есть она была, ну, не такая мелкая, видимо, как сейчас. Мгм. То есть для меня это почему-то вот в детских воспоминаниях было вот этот огромный такой какой-то мегаполис, знаешь, такой движущийся. Вот, и вот это само удовольствие того, что когда я приехал на завод и увидел кучу вот этих стеклянных шариков, которые просто меня как самоцветы просто поразили, и я быстрее их хватал, даже не знал уже, куда засовывать. И вот как бы вот случился такой триггер, и у меня сформировалась уже вот такая личная какая-то мифология для меня, связанная именно с Уфою. И вот в прошлом году вот в этом проекте я создал инструкцию, и в этом году мне Шамиль тоже предложил вот поучаствовать. И вот есть инструкция, если, допустим, кому-то интересно, не буду сейчас на ней акцентировать. Внимание, в общем, инструкция, я думаю, где-то еще можно ее найти. Вот, чтобы по-другому взглянуть на Уфу. Вот, и, соответственно, вспоминая вот эти стеклянные шарики и вот этот восторг, я вот как раз и сделал для выставки Ахырзаман «Четыре истории о конце времен», как вот такая ниточка с тем, что никогда не вернется, ну, что детство все-таки это вещь, которая не возвращается, она уходит, но при этом очень сильно отпечатывается в нашей памяти. И вот эта стеклянная инсталляция, я попытался, ну, для меня это было важно, какая может быть визуальная форма для того, чтобы показать процесс запоминания и процесс памяти. И стекло мне очень сильно ну, вот мне очень сильно откликнулось именно потому, что как раз вот этот процесс, когда плавятся вот эти шарики, они сплавляются, и это похоже на воспоминания в детстве, когда у тебя еще маленькая голова и мозг еще очень сырой, и у тебя куча впечатлений, у тебя все там восторг или грусть и так далее, и все очень яркое, и все оно сплетается, сплавляется в такую непонятную массу, и ты не можешь даже в какой-то момент различать, где реальность, а
где нереальность. И для меня вот эта инсталляция, она как раз-таки вот о ушедших воспоминаниях, о конце детства, именно связанным и с Уфою, и, в принципе, ну, вот с детством, как для меня, как для человека. Мгм. А это первый раз ты работал со стеклом Со или нет? стеклом со стеклом я работал первый раз. Ну, вот чтобы Ага. вот, ну, вот так. Я на самом деле как бы к нему подходил, но, видимо, вот, про то, что как бы все-таки, когда отталкиваешься не просто от материала, а от идеи, все-таки вот бывает, и вот под эту идею очень подошло стекло, хотя я думал тоже поработать со стеклом, просто не знал, в какой форме и как подступиться. Мгм. Это был мой первый опыт, да. И вот, соответственно, вы можете увидеть еще до 9 ноября мою работу и еще 4 работы художников. И вот есть небольшой такой процесс, как я изготавливал, то есть у моих Бэкстейдж. да-да-да. То есть у меня есть приятельница здесь, в Челябинске, она керамист, у нее, соответственно, есть 2 печи. Она единственная, кто откликнулась и не побоялась проэкспериментировать, потому что как бы одно дело на самом деле глина, а другое дело стекло. И я вот, вот здесь с краю справа видно, что я ей, извините за выражение, засрал сначала и печку, потому что я как бы мы с ней точно технологически знали, что надо было сначала насыпать каолиновый песок, но мы не подумали о том, что оно разжижится и начнет вытекать. И там накапали Мгм. такие, растеклось по дну просто вот это стеклянное озеро. Я давай это все выколупывать. А ты когда вот смотришь, вот даже сейчас вот на готовое, на фото я смотрю, кажется, как будто это карамель. И то есть оно, вот Да. это ощущение какой-то безвредности в стекле, почему-то вот она присутствует. Но это стекло, которым можно пораниться. И я, соответственно, пока выгребал, весь изрезался, потому что это же все равно стекло, то есть это Мгм. осколки, все это попадает. И, в общем, это был такой и немного кровавый опыт, но это был для меня это был вообще классный опыт. И так странно, что в итоговой работе вы видите такую палитру синих оттенков, а на самом деле я использовал всего 2 цвета шариков. И, видимо, из-за того, что настолько неравномерный пропорциональный состав в каждом шарике, что после того, как он начинает с теплом реагировать, непонятно, что выходит. И, в общем, получается вот такой вот странный спектр цветов. То есть Ну, на какой-то самом цвет деле, стал синим, или это синий как бы... э, э, нет, это просто посинел А, зеленый цвет. окей. То есть, как бы, это реально было всего 2 цвета, и вот они почему-то после обжига начинают менять свои цвета. Мгм. Но меня успокоила подруга-керамист, потому что керамисты это мне в этом отношении они нравятся, знаешь почему? Потому что они реально пофигисты. Потому что как бы в керамике принято, что ты не знаешь, что тебя ожидает. Да, да, Даже да. при всей скрупулезности и просчете ты все равно не знаешь, оно может треснуть и все. И несколько часов там или дней работы может просто коту под хвост, и как бы, ну ничего с этим не делаешь. И они вот настолько, знаешь, керамисты это люди, поймавшие дзен, они все время так спокойно относятся к любым вот этим всяким дефектам, браку и так далее, что я после стекла понял, думаю, да, я даже стал спокойнее, в принципе, на все реагировать в честном времени. Вот. И вот возвращаясь А можно добавить, что сейчас можно на да. самом деле прийти в Заман, и мы разбросали там шарики нерасплавленные по периметру пространства, вот, и можно прийти и взять такой шарик себе на память. Я от себя тоже хочу добавить, что мы когда готовились, вот с тобой вместе готовили, обсуждали, готовились к проекту, я тоже вспомнил, у меня просто Мгм. память выскребла откуда со дна информацию. И я вспомнил, что у нас тоже были такие шарики, и тоже они валялись, и я вообще не понимал, что это за шарики, что это такое. Вот. Такая маленькая ремарка. Да-да-да-да-да. Да-да-да. И мне, и, наверное, и вот этим мне сейчас и
не то чтобы нравится, а мне кажется, вот такое современное искусство мне и хочется создавать, чтобы люди всегда что-то, ну, чтобы мои работы всегда вызывали какой-то триггер, чтобы они Мгм. вызывали какие-то воспоминания. Поэтому этот формат арт-тистока, он и связан с готовкой, что вы вот могли бы послушать и, если захотите, дома приготовите и вернетесь к нашему разговору, и почувствуете этот запах, который был вокруг меня. И мне кажется, вам будет все равно как-то теплее, и, может быть, вы легче в следующий раз будете смотреть на других художников, что будете думать, что типа, да это же нормальные люди. Они вот эти старики, которые живут в башне слоновой кости, как это говорится. В общем, Да. возвращаясь к тому, что я из Челябинска, и ну, я на самом деле в процессе того, что как начал заниматься именно актуальным искусством, стал как-то интересоваться семейными архивами, семейными какими-то рассказами, и начал узнавать у мамы там про семейное древо, и как-то меня раньше это не интересовало, именно вот на самом деле вот этот интерес к тому, из чего там состоит мой род там, и так далее, это на самом деле благодаря именно вот художественным практикам. И мне даже мама такая говорит: ой, я всегда мечтала, чтобы собрать хотя бы какую-то информацию о родственниках, о наших. Вот, и сейчас вот у меня есть, я сейчас размышляю там над одним проектом, я про него пока не говорю нигде, просто есть пока проект, связанный с поиском внутрисемейных таких вещей. В общем, выяснилось в процессе разговоров, что у меня по маминой линии поморские корни, они с Архангельска. У нее прям мамина мама, она говорила прям даже на языке на поморском. И, в общем, а по папиной линии у меня, получается, цыганские. Мгм. Сейчас, извините, не цыганские, а ромалы надо говорить, чтобы никого не обидеть. Как еще раз? Да. Ну, ромалы. Ромалы? Ну, ромала, да. Ну, что именно слово цыгане не использовать, а Да, именно я вот понял. говорить вот на таком. Мгм. Вот. И вот как раз, возвращаясь и к Уралу, и к теме гастрономии, так получилось, что на самом деле меня очень много что связывало, в принципе, с этой темой. Так как, во-первых, я проработал в ресторанах достаточно долго, около 10 лет, а во-вторых, у меня фамилия мамина, в общем, папину фамилию я пока... В общем, так получилось, что у меня мамина фамилия. А папина у меня фамилия Кухтин. Это белорусская фамилия, Кухта– это с белорусского кухня. И Мгм. так странно, но на самом деле тема гастрономии как будто бы в меня изначально была заложена. И папа даже у меня, когда он служил в армии, он работал поваром, он об этом мне рассказывал, и он тоже был, когда помоложе, любил всегда готовить. И и вот только сейчас, вот в этом году, благодаря тому, что вот я съездил на форум Ассоциации арт-резиденций, познакомился там Еленой Пескуновой, и она мне помогла разобраться в том, что вот этот мой интерес, он действительно имеет основу научную, потому что вот это вначале ты говорил про гастику. Гастика– это одно из направлений антропологии. Она именно относится к изучению употребления пищи и традиций застольев, и употребление, и там еще называется, и варенье зелий почему-то. Вот туда М. относится употребление пищи, ну вот гастрономия и зелье. Не знаю То есть почему. Вот. какие-то ритуалы, да, связаны Да, какие-то? да, и на самом деле и я понял, что действительно, что вот этот интерес к тому, что я как художник-антрополог через гастрономию, через быт, через повседневность изучаю и людей, и их поведение, и в то же время я изучаю, какой у них ну, какой мир вокруг них, что вообще. Ну, то есть, на самом деле, все, что связано с едой, с употреблением пищи, с готовкой, очень много может о чем рассказать. И вот я сейчас читаю несколько книжек. Одна вот из книжек, там она связана как раз тоже вот с историей гастрономии. И вот оказывается, только в XVI веке появились
видел первые вилки в Венеции. До этого везде были только ложки. И ножа не было, потому что это считалось холодное оружие. Это где-то тоже, получается, 16-17 век. До этого всегда была только ложка и руки. Самые наши важные части. Вот, и мне так нравится погружаться вот в эту тему, и есть даже вот какие-то моменты о том, что у каких-то народов, допустим, на уровне того, что челюсть меняется из-за того, что происходит какой-то скачок, появляется какой-то элемент в их пище, и у них меняется физиологически даже тело, потому что оно приспосабливается. И на самом деле вот все, что связано вот такими вещами, оно, ну, прям это огромная цепочка, которую прям можно рассматривать, рассматривать, разматывать и постоянно о чем-то говорить и находить какие-то темы. Вот, возвращаюсь к Уралу. Так как я вырос на Урале, и малахит всегда нас окружал, и вообще камни, и кругом у нас лежали вот эти всякие подсвечники из камня, какие-то статуэтки, в общем, откуда-то все время это тащилось, какие-то вот эти панно. Вот, и я вспомнил о том, что, блин, действительно было много малахита, и я, так как уже с 60-х годов перестали его добывать на Урале, весь малахит, который вы сейчас видите в продаже, он африканский, то есть это все не уральский малахит, он отличается качеством, ну, безусловно, уральский лучше. Но его А до сих сейчас пор много перестали добывать, у них каких-то есть только мест африканский. продажи? Слушай, ну он все равно, получается, все, что касается ювелирки, всегда присутствует малахит в основном. Ага. Ну, то есть это же на самом деле, в принципе, это полудрагоценный камень, поэтому достаточно такой, да. Вот, и, соответственно, я, как художник, взял на себя такую миссию начать его добычу, но уже просто как художник. И, соответственно, я создаю вот этот паттерн малахитовый самостоятельно, ну, визуально при помощи акриловой краски, и работаю с этим малахитовым паттерном как с таким символом уральскости, рассказывающим о культуре Урала, о традициях Урала и прочем. Вот, у меня присутствует, соответственно, в моих практиках малахитовый, ну, я надеюсь, что узнаваемый мой паттерн малахитовый, он распространяется на разные всяческие объекты. Это могут быть и объекты из текстиля, это вот баннерная сетка. Как раз Марина Динкевич и Аня Леготина, мы готовились к выставке. Э, Мы там делали для одного проекта интервенцию с моим малахитом, и вот остались вот эти баннерная ткань, и я там для одного проекта мы с Аней, она мне подсказала поучаствовать, в общем, в одном open call, куда я не прошел. Но суть в том, что я подавал туда, как раз сшил вручную игрушки текстильные из вот этого материала со своим фирменным вот этим паттерном. И получились вот такая серия. Ну, они разные. У меня там гриб, был паук, была сова и была булка уральского. У нас в Челябинске есть такая фишка, что называется уральский хлеб. Она такая из ржаной муки, круглая такая булочка. Именно называется булка хлеба. У нас в Челябинске, вот есть, если говорить про специфику, допустим, речевую, и в Челябинске говорят купить булку хлеба. Хотя, казалось бы, булка это уже говорит о том, что это Да, хлеб. да. Ну, в Масло общем, масляное. ну да, 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 да. Вот, также это распространяется. Я еще работаю с отливками при помощи гипсовой смеси. Об этом я чуть попозже расскажу. Есть и такая серия, несколько таких типа малахитян, я их назвал малахитяне, типа такие, знаешь, существа, которые жили, когда был такой малахитовый период на месте, где сейчас Урал. Об этом тоже чуть попозже. Нет, сейчас вот как раз и будет. Вот, и получается, и я дальше стал работать с вот этим малахитовым паттерном, и как раз вот эти две работы, и это первые мои пробы э, того, как можно работать с малахитом дальше, ну, и применяя уже визуализации. Это получается танец и музыка этого, господи, боже мой,
м, танец и музыка. А, Как вот ты имеешь в виду автора? да-да-да-да-да. Матисс. Матисс. Все повылетало из головы. Это получается такая, аллюзия на тему того, что вот как я начал говорить, что я придумал такую мистификацию, что там, где сейчас Урал, раньше, на Земле был малахитовый период, и все вокруг было из малахита. Вот, и были такие же знаменитые художники, и вот как выглядели бы две эти работы, если бы они были нарисованы как раз вот в малахитовый период. Это вот как раз Матисса «Танец и музыка». И вот первые две работы это вот была моя первая визуализация того, как это можно интегрировать. И Мгм. вот эти черные силуэты тоже неспроста, это тоже часть вот этой нашей уральской поиска моего поиска уральской идентичности. Это златоустовская гравюра. Есть у нас такое ремесло, достаточно тоже старое, как вот, наверное, вы знаете, есть каслинское литье, и есть вот златоустовская гравюра. Она пошла с украшений холодного оружия, и постепенно она модернизировалась, потому что холодное оружие, вот эти всякие шпаги и так далее уходили, и они постепенно переформировались, и, в общем, это стало, такие делали, они стали в какой-то момент в 70-е годы создавать такие стальные таблички, на которых были всякие сюжеты, вот. И я нахожу вот или в интернете, или где-то в библиотеке. Именно меня интересуют именно таблички, которые вот в 60-е, 70-е года создавались. Там очень классные сюжеты, я нахожу их и оттуда образы перерисовываю и вот делаю такие трафареты, которые использую для того, чтобы, в общем, внедрить их. Ну, в Мгм. общем, это такая моя, короче, это уральская история. Скажут все, это у них там что-то с Урала, это мы, наверное, не знаем. Ну, то есть эти фигурки были взяты вот с какой-то такой вот декоративной э, Да, 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 вот да, 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 да. Мгм, да. И, соответственно, они становятся уже персонажами непосредственно таких исторических Мгм. полотен, про которые мы все знаем. И я вот делал как раз вот эта книга художника, их всего два варианта, я ее прорисовывал все вручную, то есть это была не печать, это здесь нарисован и прорисованный малахит, и каждый вот этот черный я делал такие маленькие трафаретики, чтобы опять не носить. Книга художника– это серия открыток, как раз вот посвященная вот этой мистификации того, что когда-то Мгм. вместо Урала существовал малахитовый период, и вот как выглядели бы знаменитые вот эти произведения, которые мы сейчас знаем, но если бы вот они были как раз во время малахитового периода. То есть здесь есть и «Тайная вечеря», и «Мадонна с младенцем», и «Климт», и «Мунк-Крик». Ну вот, в общем, каждый вот может, а может и не может узнать рождение Венеры. Ну, то есть, как бы здесь вот эти отсылки именно вот к такой уральскости моей. Мгм. А какого формата эта книга? Это вот прям они, получается, размеры как открытки. Я очень много, знаешь, в советское время было вот этих открыточных всяких, ну вот именно открытки, и у меня мама раньше Мгм. много в командировке ездила, и папа тоже, и они привозили. И я вот прям взял средние вот эти наборы открыток и вот по такому же размеру прям их и сделал. Как вот То есть такие, они знаешь, достаточно маленькие, туристические. получается. Да, небольшие они. Ага. Ага. Вот. И вот сделал две вот таких вещицы. Одну у меня сразу знакомая моя художница, она покупает самодельные резины книги художников, она у меня Мгм. сразу прям это. И одна вот у меня осталась, я ее не продаю пока, что был, ну, просто показываю пока для себя. В общем, она Что у это меня не большая. интересно, на самом деле, угадывать, где какая картина. Да, 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 Я да. сейчас сидел уже такой, думаю, так, это вот это или не вот это? А вот это или не вот это? Ну да, здесь есть такая. То есть здесь как бы и есть такой, что можно, если простудировать и узнать, типа, Да, 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 такая историю игра. немножко. Мгм. Вот. И сохраняясь, так сказать, в теме уральскости, делал такую небольшую серию, которая называется как раз «Освоение Урала».
Вот, это про то, как осваивался Урал, и вот эти цветные, это все как раз вот эти все бесконечные самоцветы, которые с самого детства меня всегда окружали, и вот эти цвета, и я люблю с цветом работать, и мне кажется, это так по-уральски, потому что на самом деле у нас очень много цвета яркого, по крайней мере, всегда раньше было, потому что вот эти камни, они на самом деле разных цветов, ну и как-то, в общем, М, цвет мне прям цвет меня радует. Мне кажется, цвет это важно, потому что он все-таки нас как-то поддерживает, что ли. В общем, ну вот да. такая вот серия. И вот как раз я рассказывал про вот эти таблички, то есть вот эта живопись, это графика. Вот они таких же форм, я вот повторял таких же форм и таких же вот сюжетов, которые вот, с златоустовской гравюрой. То есть их Мгм. выпускали на производстве, у них была чисто декоративная функция, то есть повесить на стену. И то есть вот они вот были странных форм, вот такие вот круглые, ну вот вытянутых, вот такой овальные. Они были, ну вот непонятного овала. Был овал, могли быть еще каких-то со скруглениями, с впадинами. В общем, там такая у них была на самом деле столько разных вариаций, что мне так это захватило. И там часто были сюжеты именно уральской природы, вот, и, соответственно, по сути, это сюжет такой же, как на табличке, только вот эти черные силуэты, это уже я самостоятельно добавляю. То есть там были просто природные в основном мотивы. Редко, когда Мгм. был, ну, присутствовал еще какой-то персонаж. Вот, и я упоминал уже то, что я работаю с гипсовыми отливками. Это одна из тоже основных таких тем и материалов. Я подавался как раз в начале года в Максарт. Для меня это вот одноразовые контейнеры, которые остаются после еды, после вот каких-то там, после печенья. Мы покупаем в магазине продукты, и всегда остается там вот этот пластик. И как в какой-то момент я дома осталось там или после какого-то мероприятия, я взял в руки, хотел выбросить этот пластиковый контейнер, смотрю на него, думаю, боже, какая же красота, думаю, как же можно, как же, как же с этим поработать? И такой думаю, надо попробовать просто в него что-то залить, и пустота обретет форму. И, соответственно, я попробовал, и мне так понравилось после засыхания, на самом деле, каких вот, вот эта пустота после того, как она заполняется, насколько она вот продуманная, с какими-то такими архитектурными элементами. И я такой думаю, ну это же в конце концов, это же тоже люди создают эти формы не просто так, там продуман каждый элемент для того, чтобы там не помялось, удержалось там и так далее. То есть, по сути, это такая микроархитектура. Вот. И я стал работать именно с вот этими элементами, как с элементами переосмысления ремесла и деревянного зодчества и вот таких традиционных элементов. Я просто задумывался о том, что как можно вот о каком-то ремесле говорить, но на более каком-то, что ли, современном языке. И Мгм. я вот стал, там, знаешь, какой-то, допустим, или повторяющийся паттерн из поморских вышивок. Или вот когда я был в Перми, у них частично осталось это деревянное зодчество, вот эти вот элементы наличников. И получается для меня вот эти отливки это вот такие, ну вот эти шаблоны, из которых я перерабатывая, вот создаю уже вот эти вот паттерны, которые вот меня чем-то зацепили. Вот это и ну вообще все вот эти отливки, это называется всегда серия Берегиня. Вот, и они каждый раз, получается, про переосмысление чего-то. И вот мне понравилась тема именно сохранившегося деревянного зодчества в Перми, и я вот ездил много, смотрел на наличники и вот повторял какие-то при помощи вот этих одноразовых, ну, при помощи отливок вот эти элементы, такие паттерны. Вот, и здесь, соответственно, вот какие-то элементы, здесь вот это небольшое, это вот я повторял прям наличник, то есть это не напрямую я М, пытаюсь повторить рисунок, а это вот про то, как я переосмысляю и как я это вижу, но вот в таком вот материале. мгм. Вот. И я там придумал такую систему крепления, и то есть
получается, я заливаю, и они потом вот соединяются, и получаются вот такие вот настенные панно. А пластик после того, как я разбираю и достаю их, я отвожу уже потом на переработку. Потому что Мгм. я сначала такой поехал, когда в Пермь, думаю, блин, а где я возьму там контейнеры, это, как я буду с этим работать? Слушай, на самом деле буквально там 2-3 дня, и ты просто смотришь на стол, и у тебя уже стопочка. И это, знаешь, как такое Да-да-да. наглядное, это на самом деле такое наглядное, насколько, ну вот, не то, что это прям про экологию, а это вот просто про то, что вот насколько мы действительно не замечаем, и сколько этого пластика вокруг нас. И он постоянно только множится, и множится, и множится, и никуда не девается. И то есть, ну, Мгм. и вот для меня вот я действительно вот физически просто увидел, не ставя перед собой задачу какую-то экологическую, что на самом деле мы захламляемся пластиком просто вообще на раз-два. Вот, и помимо, соответственно, гипса, я еще люблю работать с найденными объектами. Это у меня с самого детства. Все время что-то собирал я, что-то всегда коллекционировал, всегда... Причем у меня почему-то не было с самого детства страсти к систематизации, потому что иногда... О, кстати, по-моему, шарлотка готова. Сейчас, секунду, прервусь. О, Посмотрим. 40 давай. минут прошло. 40 минут прошло. Сейчас посмотрим. Я пока достану, пока не буду выключать. Ага. Я вот вижу там эти упаковка из-под сливок, по-моему, есть. Там разные, я сейчас даже и не вспомню. Там Там, который и наличники, мне кажется, там вот из-под сливок как будто бы. даже вот сейчас на самом деле не вспомню. Ну, в общем, там очень много, и у меня, кстати, есть идея. Все, кстати, шарлотка готова, я выключаю. О, У меня класс. есть идея того, что в разных городах и, возможно, странах, если мне посчастливится, всегда разная упаковка, потому что все равно же продукты немножко отличаются, и производство отличается. И получается, ты Мгм. можешь покупать одни и те же продукты, но каждый раз в разные упаковки. И вот даже какие-то отличались вот в Челябинске в одной упаковке, хотя в одной сети я покупал, а в Перми была другая упаковка, потому что завод другой, соответственно, оно всегда отличается. И это тоже такое, и здесь есть и момент и апсайкла, и такой, знаешь, элемент того, что это только вот в этом месте, на самом деле, вот оно только вот так происходит. Вот. Ну, все, шарлотка-то готова. Все, одна, ну вот я все Класс, проткнул, супер. протыкаем, и ее лучше использовать обязательно деревянную или зубочистку, или палочку, протыкаем. И самое главное, я, кстати, раньше всегда думал, типа, что мама там протыкает, что она смотрит? Я говорю, там ничего же, ничего нет. А сейчас я со временем, уже углубляясь в тему, понимаю, что ты когда достаешь, на ней кусочки теста не прилипают, значит, это готово. Мгм. И вот я достал, и кусочки теста не прилипают, значит, она уже готова. Пусть она подостынет немножко. Кстати, я же забыл, пока заболтался, я не добавил маргарин в тесто. Окей. Нужно будет еще, если вы будете потом обязательно добавить в микроволновке, растопить маргарин и его добавить в тесто перед тем, как ставить А это выпекать. критично? Нет, не критично. Ну ладно. Просто, ну, на вкусовые качества, возможно, будет как-то влиять менее насыщенный вкус. Но я смажу маслицем сверху. Мгм. Не маргарин, а свежую смажу маслицем, и все чуть-чуть пропитается, сейчас постоит. И хотел еще порекомендовать вам к этой шарлотке. На самом деле, в этом году у нас был заезд благодаря поддержке музея «Заман». Вот, и последний резидент у нас была Элина, художница из Уфы. Вот. И когда она приезжала, мы снимаем всегда со всеми нашими резидентами такие видео об искусстве без фартуков называется, где мы с резидентом готовим его любимое блюдо и записываем в качестве такого видеоинтервью с ним как бы процесс приготовления. Она рассказывала как раз про то, как она, по-моему, в детстве
у нее готовили просто черный чай со свежим яблоком. И вот она говорит, что вот, типа, у вас пьют так в Челябинске? Я говорю, нет. Я такой думаю, вот, я сейчас как раз Яблоко прям в чай добавляют? да, да. Именно свежее яблоко. У меня нет рассыпного чая, просто черный чай. Я положил пакетик и сейчас туда нарезал еще яблоки свежие. И как раз заварится. Яблочный рай. А, да? Наверное. Но у тебя шарлотка с яблоками и чай с яблоками. Ну, сейчас такой сезон, такой сезон. Вот. И скипит сейчас чайник. Сейчас пока не буду пробовать, закончу и поделюсь уже с вами этим. Я надеюсь, я никого не утомил. Ну, я думаю, нам надо чуть-чуть ускориться, потому что мы уже Все, это где-то... да, я понял, Да. да. Вот, и, в общем, с этим проектом я ездил в фильм, и я остановился на том, что я работаю еще, простите, с найденными объектами, и, соответственно, я из всех поездок всегда сейчас, как художник, привожу из разных городов, там, деревень, неважно, куда я езжу, всегда что-то нахожу, перевожу с собой и делаю типа таких вот ассамбляжей на Мгм. основе, вот здесь видно на картинке, на гипсовой основе собираю такие композиции, которые по воспоминаниям ну, вот визуальных картинок, которые я видел. То есть, соответственно, так как я был в Перми, и вот мы ездили, это был, и там мы ездили и на горы, и вот кусочек камня здесь. Плюс еще есть неудачные отливки, я их никогда не выбрасываю, я оставляю, потому что для меня важно, знаешь, ну, по крайней мере, для меня это важно, что для меня брак во время художественного производства – это тоже не случайный элемент, и я не считаю, что это прям брак. Я какие-то вот эти вещи, которые сломались, я их не выбрасываю, а использую в этих ассамбляжах как части вот этих вот таких визуальных дневников о моих поездках. И вот, соответственно, и здесь вот даже я как раз экспериментировал, здесь часть вот деревянного зодчества на деревянном коньке. То есть Мгм. это, в общем, у ребят там в резиденции в прошлом году какие-то одни из резидентов притащили, не знали, что сделать с этим куском дерева, а я знал. Вот, и сделал. Вот, соответственно, это вот так. И возвращаясь опять к теме воспоминаний и к теме семейных архивов, к ней я периодически возвращаюсь, соответственно, вот что даже и для раз, два, три, четыре, пять, в принципе. Я, наверное, это больше называю даже не про архив, а для меня это все-таки работа с воспоминаниями именно. Не с памятью, а Мгм. с воспоминаниями. Мне кажется, это тоже достаточно важно. Потому что воспоминания – это все-таки то, что уже значит, что-то отбрасывается, что-то добавляется. То есть это не четкая архивация, а уже такая, знаешь, переработанная. И все-таки воспоминания, это, наверное, для меня более точно. Вот сейчас быстро заварю. Чайник вскипел. Я вот нарежу несколько кусочков. Если Элина смотрит, Элина, я пробую. Я Алина, привет. пробую этот чай. Да, если вдруг она смотрит, я пробую чай, как она упоминала. Я у нее не спрашивал, просто, просто заимствовал ее рецепт. Ну и мне А вы на этой показалось, кухне это будет... готовили? так. Нет, на другой. Мы А, готовим на кухне прямо в резиденции у нас. окей. Вот. И мне почему-то я как раз, так как бы и с Уфой, в принципе, диалог, я подумал, что я сделаю такой же рецепт, чтобы попытаться, знаешь, как-то так больше Да. какой-то такой семейности и ценности этому. Вот я пробую. Сейчас заварим, как раз постоит, Ой, все так тоже заварится. захотелось. Вот, и вот, и мне кажется, на самом деле это важно не просто диалог и просто рассказ о своих работах и достижениях, а именно включение в процесс, чтобы у зрителя все-таки оставались еще какие-то эмоциональные вещи, не только просто информация, а еще что-то такое. И Кнойки мне тоже текли. казалось это очень важно. Ну, не без этого.
Вот, и возвращаясь вот как раз к теме именно воспоминаний и семейных архивов, периодически я что-то там, либо из разговоров там с мамой, или просто перебирая старые фотографии или какие-то свои старые вещицы, вот, делаю тоже какие-то серии. Вот эта серия работ посвящена как раз переработке домашнего маминого архива. Она посвящена уральцам. Почему здесь вместо лиц малахитовый паттерн? Потому что для себя я связал, для меня малахитовый паттерн – это именно символ уральскости, ну, того, что ты относишься к Уралу и что ты уралец. И так как это камень, соответственно, для меня это символ поколенческий, символ именно вот вещей, связанных с внутрисемейными традициями, с наследием. И поэтому вот там, где малахитовый паттерн, это ушедшие уже от нас давно родственники, то есть их нет в живых, и поэтому лица как будто бы, как и у нас в памяти, допустим, они стираются, допустим, у нас остаются какие-то в памяти элементы одежды и ситуации, а лица бывают стираются, и поэтому вместо лиц именно у них малахитовый паттерн, как вот все равно вот такой вот ниточка и связь с Уралом. Вот, и как раз про детские воспоминания, это тоже тема детского коллекционирования, и тема детства мне очень, ну, мне она близка, я думаю, как и многим, я не думаю, что я там прям отличаюсь. И я, наверное, как и многие, тоже коллекционировал в детстве, был советский период, что каждая вещь была ценна, и хотелось этим обладать, и хотелось это собирать, потому что коллекционирование как будто создает еще большее ощущение того, что это настолько ценно, что просто ценнее не может быть. И вот здесь есть 3 работы. Одна у меня, соответственно, я собирал коллекцию значков, и так странно, что их в какой-то момент стало много, и вот эта тканюшка, это на самом деле подол от маминого платья, на котором я собирал и хранил значки. Соответственно, я собирал монетки, и мне там привозили из каких-то там стран, и еще от чего-то. И была у нас, помню, вот эта вот банка из-под черной икры, вот эта синяя, узнаваемая, и в нее я собирал эти монетки. То есть это вот как бы серия 3 работы по воспоминаниям, которые я рисовал именно не живую, а именно вот по воспоминаниям. И была у мамы шкатулка вот эта деревянная с нитками, где, знаешь, такие вот эти все, чтобы подшить, какие-то пуговички, вот это все. И вот это, и я ее даже себе присваивал тоже как часть коллекции. Мне так нравилось, что это какие-то вот эти обрезки, какие-то, знаешь, остатки на потом, и вот они все вот в этой части собираются. Вот. И вот, осваивая один из методов, это, спиртовые чернила. Это вот здесь, круглая работа, это при помощи спиртовых чернил. Это, мама с братом, фотография их, они когда были детьми. Ну, вот спиртовые чернила, у них есть вот такая своя специфика, именно вот потому, как вот она чем-то похожа на акварель, но это все-таки с акварелью не сравнится. Вот, и, в общем, я вот при помощи как раз этих чернил рисовал вот этот портрет мамы с братом, перерисовывал. И вот здесь открытки я к этому Новому году делал. Я как раз нарисовал вот эту работу, тоже по воспоминаниям. Это был один из значков, который у меня был. Я нарисовал вот такую работу, то есть перерисовал полностью вот этот советский значок в живописи, ну, сфотографировал его в хорошем качестве и дома на принтере напечатал вот такую серию ограниченную. Их, по-моему, 5 открыток. Но я использовал не просто какую-то бумагу. Я не знаю, может быть, в детстве у кого-то было. Раньше, когда на рождение ребенка мама покупала такую книжечку, в которой, знаешь, пока ребенок растет, она могла что-то записывать, там рост, как меняются глаза, оставлять какие-то, там были такие специальные конвертики, в эти конверты срезанные волосы, типа, когда ребенок растет. И то есть, Мгм. ну, типа, такой дневник наблюдения за твоим ребенком.
И вот эта книжечка у меня, слава богу, осталась, то есть мы ее не выбросили. И как раз я решил, что это будет достаточно символично. И там вот были вот такие картонные плотные листы, где-то 250 плотности. Я один аккуратно там ну, скрепки убрал, достал и напечатал 5, по-моему, 5 или 6 штук, в общем, там четное число. И на вот этой бумаге, на вот этой вот, получается, на вот этом журнале, который с самого детства был у мамы, он напечатал вот эти открытки. Это вот про то, как вот я работаю с, ну, с воспоминаниями и с вот этой Мгм. ценностью, которая у меня То здесь опять же есть. тиражность тоже это повторяется. Да, ну да. Вот, и получается, в прошлом году я делал вот такую серию, вот этими же спиртовыми чернилами серию работ. Они не просто так вот в виде марок, потому что я говорил про коллекционирование, и у меня до сих пор этот альбом с марками остался. И я подумал о том, что было бы интересно сделать вот их просто как увеличенные такие работы в форме марок, но не просто марки, не просто повторить какие-то, знаешь, там старые или свои, а здесь флора, которая у нас в Челябинске под ногами. То есть вот ты летом выходишь, смотришь вокруг и не замечая вот эти все растения цветущие, они все вокруг тебя на самом деле. Мгм. И все вот эти названия странные я искал тоже и в интернете, и у родственников спрашивал, потому что это есть, знаешь, латинские названия, а есть как в простонародье называлось. Да. И мне было важно собрать именно названия вот этих всех растений, как у нас в основном на Урале и около Урала, ну вот как бы они называются. И, соответственно, они вот как бы и получилась вот эта серия из 13, по-моему, работ. И я придумал, что я даже загасил, это же называется гашение, когда вот эта печать. И именно здесь я вижу, что такое немного мистификация, что как будто это почта Урала. И вот эта почта Урала, не России именно, а именно Урала, вот она, Мгм. когда уже к тебе пришло письмо, и вот оно гашеное вот этой вот уже вот этим штемпелем. Вот. Ну и, соответственно, вот здесь вот эти вот названия такие простонародные. То есть вот, Да. боровое зелье — это этот иван-чай. О, красивая, красивая. Вот. И постепенно, наверное, ближе к завершению, и вот возвращаясь к тому, что сейчас я интересуюсь именно как художник гастрономии, на самом деле, что, ну, и я ничего нового тоже не придумал из сферы интересов, и вот мне понравилось, и я проходил там обучение в летней школе, и один из спикеров про Science Art рассказывал и упомянул коллектив, дуэт из Британии, Бомпас и Пар — это они вообще художники, но они вот работают с темой гастрономии, и они работают с темой того, что как меняется, когда меняется состояние, вот, состояние еды. Ну вот, допустим, у них вот один проект, они алкоголь превратили в пар, и выставка состояла в том, что ты вот заходишь в помещение, в котором пар, а этот пар из алкоголя. То есть насколько меняется наше восприятие и вкус, и ощущение, и насколько это вот все связано, форма, цвет, насколько это влияет на то, как мы вот коммуницируем с напитками и с пищей. И вот здесь вот два проекта я у них нашел на сайте, ну, которые вот мне прям, ну, они самые такие вот, наверное, если как бы вбить, самые частые — это вот именно вот этот вот пар алкогольный, и второе — это вот светящаяся еда. То есть как бы получается итоговое событие — это вот гастрономический ужин, в котором добавлены вот эти флуоресцентные элементы из моллюсков, и получается ты видишь еду и напитки не в их естественном, как ты привык, цвете, а вот под ультрафиолетом они Мгм. начинают по-разному светиться. И вот М. они вот изучают вот такие вот моменты на то,
Как там, как вообще, какое, в принципе, будущее гастрономии? Насколько меняются у людей вкусы, как мы начинаем относиться там к еде, и вот, то есть, что как бы это на самом деле очень интересная тема, и это просто пример того, что с этим можно работать абсолютно с разных точек, и то есть мне действительно это нравится, что я как художник, я вижу в гастрономии и мой интерес, и вполне потенциал как для исследования, так и для каких-то реальных и работ и так далее. Вот. Мгм. Вот, и к завершению уже, как вот и таким, одной из пока более-менее кульминаций, что ли, моего интереса к гастрономии, это вот в прошлом году я куратору Анне Леготиной предложил, говорю: Аня, давай попробуем, организуем арт-резиденцию для того, чтобы поддерживать художников вот, у меня в квартире. Ну, так получилось, что, в общем, у меня квартира свободная, и я там работаю, но и еще, и, в общем, я с ней посоветовался, она согласилась, и мы вместе теперь вот, у нас проект арт-резиденции существует второй год. В этом году вот уже второй сезон у нас закончился. Вот, это получается однокомнатная квартира. Художник приезжает, у нас там от 1 до 2 недель пребывания, то есть достаточно экспресс-формат, но мы сошлись на том, что такого, допустим, для художников, которые семейные, очень ценно, что они за такой короткий период могут и отвлечься, и при этом их семья может, ну, то Мгм. есть для семейных, что важно, что они тоже на долгий срок не могут поехать. А здесь получается небольшой срок, и поэтому больше в этом отношении таких возможностей. Вот, это получается однокомнатная квартира. Здесь, получается, художник приезжает туда, он там же живет, и там же получается кухня, и там же рабочая студия. И, соответственно, он там и работает. Мгм. По-моему, Nissan, да, была у вас А? там? Nissan у вас была, по-моему, да? Да, Я да, видел, или вот она с нами до сих пор. да, 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 да. Мгм. Вот, да, Элисан тоже там была. И вот как бы мы с Аней, так как я художник, а она куратор, мы знаем прекрасно, что художники и кураторы всегда нуждаются в поддержке, и мы не требуем прям от художников не готовых каких-то прям работ, каких-то прям э, готовых проектов. Для нас важно создать комфортную среду для художника, чтобы он мог отвлечься, поработать в новом контексте. В прошлом году мы могли позволить даже художникам поработать над проектами, которые у них подвисли. Знаешь, ты в процессе, когда ты художник, у тебя бывают какие-то, ты что-то начинаешь, и такой раз, и времени не хватает, ты уходишь. И нам было тоже важно с Аней проговорить такое художникам, что если у вас есть, допустим, какой-то проект, на который у вас не хватало времени, вы можете приехать и его, допустим, закончить. И вот у нас один из резидентов в прошлом году, это Настя Крохолева, она из Екатеринбурга художница, и мы вот ей тоже так же предложили, она приехала, и у нее была идея создания игры "Путь художника", то есть для нее, ну, она как художница работает, вот, и для нее вот произведение это была вот игра настольная. И мы вот ей помогли, и у нее вот есть готовые, как минимум одна готовая работа, вот, которую она реализовала у нас в резиденции. Вот. А в этом году, соответственно, нас поддержал музей Заман, за что мы вообще очень благодарны. И у нас было 3 заезда тематических. Вот. И все, что касается резиденции, есть вот в конце, я вот оставлю QR-коды, вы можете перейти по ним. Это на телеграм-канал, на ВК и на YouTube, куда мы выкладываем все видео. Я вот уже рассказывал о том, что мы со всеми резидентами, у нас единственное, ну, это единственное, что мы точно делаем, это со всеми резидентами всегда записываем вот это кулинарное видео, где мы готовим на кухне, прям в резиденции, любимое блюдо художника, ну или там
куратора, человека, который в это время пребывает в резиденции. И вот в таком процессе приготовления я просто задаю такие какие-то легкие вопросы о том, ну, связанные с искусством, как человек пришел к тому, что он стал заниматься искусством. Мгм. Ну и получается такой как бы легкий диалог от приготовления пищи. Вот, Спасибо ну, тебе большое. вот, наверное, в целом все. Спасибо за это путешествие в твои практики. Вот. И не знаю, если есть у кого-то вопросы, вы Да, если у можете их вас какой-то. написать, можете подключить микрофон в любом формате. Да-да-да. Не стесняйтесь. А я пока шарлотку порежу. Давай. Я тоже заварил чай. Правильно. Чай всему голова. Блин, не очень люблю эти силиконовые формы, конечно, но ничего. Ну, вообще, вроде получилось все. Выглядит секси. Вот именно благодаря тому, что и вот, кстати, это так, основа-то это мамин рецепт, но из моего, то, что я сюда добавляю ржаную сейчас муку и добавил еще морковь. И так вкусно. Мгм. Мгм. За уши не оттянешь. Так, пишет Аэлита. Уже думали, с какими еще темами хотите работать? Алит, спасибо за вопрос. Ну, пока нет, пока занимаюсь, наверное, теми темами, которые мне сейчас интересны. То есть как бы углубляешь скорее фокус. Да, да, Мгм. да. Как-то поначалу, наверное, да, мне хотелось освоить как-то, знаешь, все время вширь, охватить побольше каких-то тем, а сейчас я понимаю, начинаю чувствовать себя как художник и прислушиваться уже к себе как к художнику. И, Мгм. соответственно, круг тем сужается, и ты просто начинаешь углубляться, вот и все. Ну, чтобы не распыляться, потому что на самом деле это все время, это все ресурс, это все какие-то там, в какой-то момент может превратиться в какое-то упущенное время и возможность, когда Мгм. поэтому пока даже не думал. Пока вот мне интересно вот то, чем я занимаюсь, и что-то другое пока не думал. Так, и вот получается, для выставки в Замане впервые работали со стеклом. Есть материалы, которые хотите попробовать? Вот я хотел со стеклом поработать, и я попробовал. Мгм. А так, в принципе, я думал по поводу, ну, у меня есть эксперименты в качестве видеоарта, и я хотел бы еще поэкспериментировать, ну, поработать именно с форматом, не просто видео, а именно, типа фильма. Ну, в общем, у меня пока замысел один То есть. Я есть с хочу каким-то... снять, Ой, прости, перебил, да. да, ну, я хочу снять, небольшой фильм, связанный там вот у меня с моими исследованиями моих семейных, ну, моей семьи. Мгм. Вот из того, что я хотел бы попробовать, это вот снять фильм, в общем. То есть и фильм это там с какой-то будет, с повествовательной какой-то штукой. То есть это не Да, да, просто... Окей, понял. да-да-да-да. Лисан, да. Да, Илья, Лейсан, как тебе шарлотка твоя сегодня? лодка Здесь изумительно. огонь. Такой вопрос. Ты сегодня много говорил про материальность, про интерес к материалу. Можно ли найти в твоем интересе к еде? А, Можно ли найти такую параллель в твоем интересе к еде и назвать его интерес к материалу, только материал это не стекло там и не живопись, а это еда. И если да, то ты говорил про последний у тебя слайд был про физиологическое восприятие еды там через нос или там через какие-то другие взаимодействия с едой. А вот будет ли у тебя какое-то культурное исследование еды? Не знаю, ты сегодня говорил про уральскость, может быть, есть так же, как уральский малахит, есть какой-то уральский, я не знаю, уральская булка или что-то типа того. В общем, что ты будешь делать, чтобы эту еду как бы
исследователь, не знаю. А как ты будешь с ней обращаться? Вот такой вопрос. Да, вот, да, хороший вопрос. Я сейчас как раз и думаю о том, что гастрономия для меня послужила бы источником поиска информации и узнавания какой-то новой территории или узнаванием какого-то, ну, какого-то населения, то есть через какие-то предпочтения, через какие-то рецепты, через кухонную утварь. Мне хотелось бы поработать с территорией. А первое, что ты спросила, я уже все забыл, пока ел шарлотку, Про вспоминал. интерес к материалу, типа Мгм. интерес к стеклу, интерес к живописи и, типа, может быть, интерес к еде — это тоже из разряда интересов к материальному или что-то другое? Ну, ты имеешь в виду, что гастрономия — это тоже как материал? Ну, типа того, да. Это работает у тебя, Э, ты так думаешь или иначе? Вот, интересно. Я, наверное, сейчас как раз думаю, что еда — это тоже как материал, как поиск материала именно для меня, как для художника. Наверное, только так вот. Спасибо, Илья. Да, мне кажется, очень Я интересно. хвастаюсь, у меня сырники. Не знаю, я не могу не похвастаться. Молодец, все Очень приятно. правильно, все Аминь. правильно. Спасибо. Да, мне кажется, что еда такая благодатная тема на самом деле, потому что можно как-то по-разному смотреть, вот там, не знаю, рецепты изучать, либо как производство еды происходило или сейчас происходит, как оно меняется, потому что все равно это всегда такое, как бы зеркало, такое вроде кажется неочевидное, но на самом деле очевидное. Вот. Да, 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 да. И меня вот тоже подкупает именно вот этим, что это кажется вроде бы и так и банально, и что оно есть, а мы не задумываемся, ну, что если подумать, что за этим вообще стоит очень много. И мы, в принципе, вся наша суть стоит за этим, возможно, даже. Да, да, такая база наша. Мгм. Еда– Ну это база. что, В общем, шарлотка заканчиваем. вообще удалась. Шарлотка удалась. Только она Ну, у меня приятного сильно. аппетита. Да, спасибо. Она сильно вроде не поднялась, но она потому что ее немного. Если было бы в 2 раза больше, она бы, конечно, это. В общем, Мгм. делайте и делитесь в комментариях потом, как получилось. Ой, ну вообще, ну, мне нравится. М. Обязательно испеките у себя. Порадуйте себя и близких. Так, тут написали. Спасибо. Вот спасибо, Лея, тебе большое. Вам спасибо, что Приходите пригласили. с большим удовольствием. Приходите на выставку, смотрите работу Ильи воочию, вот кто в Уфе находится. Забирайте шарики, вот, и там есть еще 3 прекрасные работы. Да, Вот, добро пожаловать. До 9, да, ты сказал, ноября? до 9 ноября. Мгм. Каждый день. Честно говоря, я уже забыл. Даша, напомни, С пожалуйста. 12 до вечера, по-моему, 15 до часов. 9. 15 До до 9. 9. Все, всем спасибо, что пришли. Мне кажется, мы классно провели время. Ну да. Всем спасибо за внимание. Кушайте. Хорошо. Всё, пока. Ну все, пока-пока.